Добрый вечер, дорогие телезрители. У нас передача «Наследие» и в гостях руководитель Центра духовного культурного наследия устаза Дини Арсанова Ибрагим Арсанов. Маршал Ибрагим. Сегодня мы будем говорить о личности устаза Дини Арсанова, да будет возвышена его святость, не только как святом шейхе, но и как о многогранной личности, который пришел к духовному просвещению. И до этого, как мы знаем, он был и абреком, и участвовал в восстании Алибека Хаджи. Устаз Дини Арсанов в своей молодости известен воинственностью и готовностью принимать участие в рискованных военных операциях. Как произошла его трансформация от воина к духовному просветителю? Устаз Дини Арсанов еще до того, как стать устазом, он был человеком строгого нрава и человеком неробким, отважным, с детства отличался отвагой. И, как уже отмечено, он принимал участие в восстании Алибека Хаджи Алдамова в 1877-78 годах. По итогам подавления этого восстания мы знаем, трагическая участь настигла многих участников этого события. Устаз Дини Арсанов был вынужден скрыться в горах и лесах нашей родины, Чечено-Ингушетии, особенно в районе современного Урус-Мартановского района, Ачхой-Мартановского района. Именно в этот период начинается его обличество, этот период. Также в этом восстании принял участие его родной брат Пайха. На чеченском языке мужское имя Пайха – это в переводе река Сулак. То есть на чеченском языке, для сведения наших слушателей и зрителей, река Сулак – это Пайха. И вот по имени реки называли и брата Дени. И, по сути, именно находясь на так называемом нелегальном положении в лесах и горах Урус-Мартановского, Чхой-Мартановского районов, как говорится, устаз начинал переосмысление жизни, понимание многих заветов, многих наставлений своего устаза Элиха Моллы. И считается, что первым мюридом устаза Дини Арсанова был человек именно из селения Кихи Урус-Мартановского района. Тем не менее, устаз не занимался, скажем так, одним таким благородным обречеством. Вместе с тем он понимал, что обречество не может быть целью и смыслом жизни, что обречество, уход в леса и горы, определенное повстанческое движение сопротивления, все это не должно быть смыслом и целью жизни, а является определенной вынужденной мерой на какой-то период. Смыслом и целью жизни человека устаз считал, что могут быть только созидательные цели, цели развития науки, ремесла, просвещения, развития семейных братских уз, умножение потомства человеческого. Как мы уже сказали, обречество не являлось самоцелью. Это была некая стадия его жизни. Как только появилась возможность и осознание оставить эту стезю, он эту стезю оставил и принялся за наставнический путь. Вот между обречеством и наставничеством, между этим периодом есть такое белое пятно в биографии устаза Дини Арсанова, когда он занимался ремеслами, кузнечным ремеслом. Он известен как мастер серебряных дел высочайшего уровня, превзойденного уровня. Есть у семьи какие-то данные, информация о деятельности устаза Дини Арсанова в этот период его жизни?
Ну вот, наследство, вырученное от этого серебряного ремесла, в 1904 году Устаз построил здесь, в Грозном, при своем домовладении, так называемую нищую, то есть начальную арабскую школу, которая была по своей сути обновленческой школой. Помимо арабской грамматики, русской грамматики и татарской грамоты, при медресе Устаза Дини Арсанова преподавали и такие точные дисциплины, как математика, например. Это была действительно обновленческая школа. Открытие этой школы стало возможным во многом благодаря тому, что в 1905 году на гребне революционных событий царь издал манифест о свободе вероисповедания. И, воспользовавшись этим актом о свободе вероисповедания, Устаз Дини Арсанов развернул очень широкую просветительскую, духовную, религиозную деятельность практически во всех регионах Северного Кавказа, начиная от Ногайской степи и заканчивая Осетией, включая земли Чечни, Ингушетии, вот весь наш вот северокавказский регион. В этот период с 1905 до момента своей гибели в 17 году это эпоха наивысшего расцвета созидательной деятельности и просветительской деятельности Устаза Дини Арсанова на наших кавказских территориях. Но его деятельность, конечно, и влияние выходили далеко за пределы Северного Кавказа. Известно, что он бывал и в Петербурге, и в Москве, и, как свидетельствует осетинский писатель-исследователь Захо Гатуев, неизвестно даже, каким образом ему удавалось путешествовать по Европе. То есть это была очень многогранная личность. Готовясь к этой передаче, мы хотели изучить архивные источники, и в наши руки попал вот этот документ, копия документа начальника Грозненского округа Терской области. Это рапорт. Как только Дини Арсанов начал заниматься просветительской деятельностью, у него сформировалась своя школа мюридов, духовная школа. Естественно, он попал под надзор царской охранки, царского сыска. В этом рапорте говорится о том, что им не удается завербовать человека, найти агента, который бы докладывал о ситуации вокруг шейха Дини Арсанова. И они это объясняют тем, что его мюриды очень сильно привязаны к шейху и любят его, и ни один из них не готов давать информацию о деятельности. Хотелось бы поговорить о самой личности Дини Арсанова, как человека, который способен вот таким образом влиять на умы других людей. Вопрос действительно очень знаменательный, интересный. Конечно, это была такая личность, которая объединяла вокруг себя огромное количество людей, которые разделяли и преданно разделяли идеи справедливости, веры, добропорядочности и мужества. И действительно, вирт, братство Устаза Дини Арсанова отличалось стойкостью и, как свидетельствует само вот это донесение царского чиновника, им практически не удавалось найти человека, который негласно информировал бы о его деятельности. Это, прежде всего, было связано с его личностью, с силой его личности. Он никого насильно, конечно, не понуждал, но, тем не менее, и власть вела с Устазом и многими другими Устазами такую двойственную политику. С одной стороны, они пытались представлять себя нейтральными в отношении Устаза, но, с другой стороны, также не доверяли и всегда старались добывать о них сведения
не совсем легальным образом. Устазы это понимали, и им удавалось справляться с этими потугами властей. Мы сегодня на этой передаче поставили перед собой задачу рассказать о практических делах шейха Дини Ирсанова. И это немножко нетрадиционный путь для чеченского восприятия. Мы всех своих святых авлия воспринимаем как людей безгрешных, высокой нравственности, высокой духовности, но при этом мы не акцентируем внимание на их миротворческой деятельности, политической деятельности, на деятельности по просвещению, примирению, и в том числе по созданию условий для безопасности, защиты населения. А ведь Дини Ирсанов принимал участие во всех этих делах, и хотелось бы поговорить об этой личности как о человеке, который являлся политиком высочайшего уровня, миротворцем высочайшего уровня. Мы знаем, что среди его мюридов были не только чеченцы, было много ингушей, много было нагайцев, кумыков. И что самое интересное, были осетины, которые до знакомства с шейхом не являлись мусульманами. И тем не менее, эти мюриды сегодня находятся в лоне ислама и являются частью мусульманского мира и частью братства Дини Ирсанова. Здесь я хотел бы провести некое различие между ликом святых в православном вероучении и праведниками в исламе. Если в православии вот те образы святых, которых они почитают, это практически такие мифологизированные образы. В отличие от этого, в исламе как такового культа святых по сути нету. У нас есть праведники. Мусульманские праведники – это люди, которые по своим анатомическим, физиологическим, психологическим показателям это такие же люди, не мифологизированные, не небожители. Это такие же люди, как мы, но которые достигли высокого уровня богобоязненности и силы духа через благодеяние, через приверженность идеалам Всевышнего. Но это люди, которые имеют дату рождения, дату ухода в мир иной, конкретные фамильные связи, родственные связи, материально-духовное наследие. То есть в этом отличие. Во имя Господа милостивого, милосердного, наш благородный деда Дини Ирсанов в 1906 году посетил селение Горная Саниба. Очень интересная ситуация сложилась в то время в этом районе Осетии. В 1902 году сошел ледник Колка, который уничтожил посевы. Значит, 35 человек погибло, и погибло много скота, принадлежащего жителям вот этого селения Горная Саниба. Значит, они, по сути, остались без средств к существованию. И они обратились с ходатайством к администрации Терской области, чтобы выделили участок в районе селения Гизель, который, собственно, им и выделили. Но из-за того, что они долго туда переселялись, местный священник, грузин по национальности, Нестор Бакурадзе, решил переселить туда своих сородичей, единоплеменников грузин, махевцев, матиулов из Душетского уезда. И получилось так, что осетины вот из этой Санибы, когда прибывали на это место, которое уже, по идее, по закону принадлежало им, они видели, что в этих домах уже живут грузины. И, конечно, они были этим очень недовольны, и даже те 20 дворов, которые успели переселиться, в итоге лесная стража, так называемая, из казаков, она выгнала женщин и детей, в том числе, на улицу, вот, в зимнюю пору. И, конечно, вот,
подобное отношение со стороны власти и со стороны священника, который должен был, по идее, наоборот, заботиться о своей пастве. Конечно, это очень настроило жителей Санибы, которые там на протяжении столетия уже числились как христиане, православные, окрещенные, настроило их против церкви. И они стали через посредство тех людей, которые уже были среди них мусульмане, единицы уже были, которые открыто себя исповедовали мусульманами, которых изгоняли из селения власти за это, чтобы они не совратили других. Они вот по этому примеру стали отказываться от православия и даже совершили нападение на эту церковь. Но старшина этого селения, Урузби Фидаров, он был знаком с многими шейхами войнахскими. И, видимо, вот через тех осетин, которые тоже вот имели куначеские связи вот, с ингушами, с чеченцами, вот, деда узнал о той ситуации, которая там в Санибе, и решил, вот, можно так сказать, посвятить их в ислам. И вот он прибыл туда в сопровождении нескольких таких важных мюридов. Конечно, в первую очередь, естественно, деда озаботился тем состоянием материальным, в котором они пребывали. Значит, по его кличу по всей Чечне, по всей Ингушетии стали собирать средства помощи этим санибанцам. Значит, и не только под постройку мечети, но и вообще их вот состояние, чтобы как-то поправить. Он не один раз приезжал в это селение. В итоге практически все жители этого селения и того селения, которое уже на равнине они основали, они приняли ислам. И тогда он сказал: отберите 12 детей, подростков, для того, чтобы я их обучил исламу у себя. После Кавказской войны началось изучение истории, когда разрозненные горские народы, не имеющие регулярной армии, государственности своей, в частности, чеченское общество, оно было родовым, не имело ни князей, ни рабов. Сумели в течение долгого времени, практически все 19 столетие, оно так или иначе связано с войной. Это долгосрочное противостояние, оно связано с явлением мюридизма, идеологией мюридизма. В своей монографии «Шейхизм» Захо говорит о Дини Арсанове как человека на более практичном устазе, шейхе, который действует в соответствии с велениями времени. Вот расскажите о той практической деятельности шейха Дини Арсанова. Чем он занимался в этот период конца 19-го, начала 20 века? Касательно соответствия времени, устаз Дини Арсанов говорил: тот, кто не идет в ногу со временем, будет подмят под ногу времени. То есть именно необходимость идти в ногу со временем, она всегда отмечалась в его деятельности. Нельзя вечно жить прошлым, и нельзя постоянно жить в ожидании будущего, но надо жить сегодняшним днем, учитывая и прошлое, смотря в будущее. То есть есть у нас люди, которые вот так вот всегда в ожидании лучших времен. То есть шейх Дини Арсанов, устаз Дини Арсанов, он не был из тех, которые сегодня просто уныло сидел и ждал наступления лучших времен для того, чтобы начать жить и что-то делать. Он был уверен в том, что повестку дня, повестку эпохи формирует человек своими действиями, своими деяниями в соответствии с общим промыслом от Бога, от Аллаха. Поэтому он в этом смысле был, конечно, человеком практичным, современным. Он меньше времени и внимания уделял мистическим направлениям, но был гораздо больше практиком. Устаз Кунтахаджи Кишиев был почти до 50 лет старше деды. И, например, также устаз Баталхаджи Белгороев тоже был на 30 лет старше устаза Дини Арсанова.
Устаз Дени Арсанов был практически одним из самых молодых устазов. И у каждого устаза своя эпоха, своя миссия. Как только завершается эпоха этого устаза и его миссия, всегда появлялся другой устаз. У каждого устаза, как и у каждого пророка, своя временная миссия. Именно выполнение этих миссий и было на них возложено Всевышним из веки вечных. Период, который пришелся на время жизнедеятельности устаза Дени Арсанова, это период становления российского капитализма. Он понимал, что если кавказское общество не будет принимать активное участие в этих процессах, а будет жить и тяготеть своими только традиционными патриархальными поисками и образом жизни, то кавказское общество отстанет. Именно поэтому устаз вместе со своими товарищами, в том числе и Стопа Чермоевым, и многими просвещенными людьми того времени, они делали все для того, чтобы в этих бурлящих революционных процессах, собственно, России, чтобы наш северокавказский народ, северокавказские народы не потерялись в пучине в этих бурных перемен, но более или менее безболезненно нашли свою нишу, свою стезю в становившейся новой России. Конечно, устаз, он не был имперцем, но, тем не менее, он был сторонником реальной политики. И в реалиях того времени все делал для того, чтобы наши народы жили в гармонии друг с другом и не были среди отстающих. Как политик, деда в Северной Осетии тоже оказал большое влияние с той стороны, что, узнав о том, что между сопредельными селениями, значит, Базоркино, Ингушское и Ольгинское, Остинское, произошло столкновение, он участвовал в организации примирительного съезда в 1907 году, попросил с одной стороны там кабардинца, с другой стороны грузина, то есть нейтральных лиц он подобрал, чтобы они вот представляли там грузин, осетин представлял, кабардинец ингушей, вот, то есть подобрали так людей нейтральных, чтобы это не было как-то предвзято. И способствовал тому, чтобы все эти люди, которые еще там несколько месяцев назад стреляли в друг друга, и чтобы вот они пришли к примирению, и чтобы они пообещали друг другу жить в добрососедстве, чтобы возместили друг другу то, что ущерб принесли. Готовясь к этой передаче, изучая жизнь устаза Дени Арсанова, слушая свидетельства его мюридов, удивляешься тому, насколько много он делал и успевал делать. Это строительство мостов, строительство мечетей, это миротворческая деятельность, конфликтные ситуации, конфликты между народами различными. И там третейским судьей, справедливым судьей выступает Дени Арсанов. И все стороны готовы принять его решение и исполнить. Расскажите об этой его миссии. И хотелось бы еще отметить, что он был очень успешным торговцем. И при этом вся его прибыль уходила на благотворительность. В своей деятельности устаз руководствовался тем, что любая деятельность благотворительная, миротворческая, она должна быть, естественно, окупаема. Не за счет тех людей, которых ты примиряешь, или тех задач, которых ты достигаешь, но он был сторонником полезного для общества, как сегодня говорят, бизнеса. Например, по тем временам в основном самый практичный бизнес это были мельницы и магазины. И характерно то, что устаз в разное время поселялся в разных районах, и было несколько вещей, которые он непосредственно организовывал в месте своего поселения. Это добыть воду, если ее там нет, построить мост, если там этого моста нет,
посадить сад, построить мельницу и желательно при своем домовладении открыть хотя бы маленький ларек, магазин. То есть вот эти элементы быта он всегда осуществлял, потому что честная, справедливая торговля – это тоже благое дело. Поэтому он даже цены ставил даже невысокие там, в своем магазине, а по сути скорее просто лишь бы это как-то окупалось. То есть он по сути не строил, не открывал магазины в поисках коммерческой прибыли, но лишь бы был элементарный достаток. Даже до нас сегодня дошло предание, что он заявил: если ты хочешь получить много денег, поставь цену высокую. Если хочешь, чтобы ты получил больше благодати от Господа, поставь цену низкую. И до сих пор многие, которые об этом знают, руководствуются этим принципом. То есть наладить, как сегодня могут говорить, быт, социальный быт, инфраструктуру, он придавал этому очень большое значение. То же самое он делал в селении Гихи, Урус-Мартан, Кень-Юрт, Шалажи, везде. Вот эти элементы, я забыл про медресе, то есть открыть медресе, магазин, мост, сад, добыть воду. Вот эти элементы всегда присутствовали при нем. И даже сегодня, 120 лет спустя, даже в очень далеких окраинах нашей земли есть место, которое называется Деди-Беш, то есть сад Деды. И много таких вещей. До сих пор они плодоносят даже в Шалаже, уже постаревшие деревья, столетние, до сих пор плодоносят то, что он при жизни посадил. Он, конечно, все за свой счет сделать не мог бы, но что-то он делал за свой счет, а что-то он поручал тем или иным состоятельным друзьям, сделали, чтобы осуществили ради общего блага. То есть что-то делал сам, что-то поручал, чтобы осуществили. И многие с удовольствием выполняли его поручения. ديد شا أرسد وزا أشكت عبين بو إذا بر باشو تلاقيتو شرابين بو أشكت حقيقنا بو تقع دوزو بولينا بو دا قلني حبا سنة دا قيلت إيل خمالسة قلني حبا بيزرحو إيل شاح مشين تولك ششتيك شموريد ورور شاحون إذا إسبايا ورو شرح حبي أنو قلني دا ديدي دا إش مكني وحبا بو ديد قوز بيانا وكيار تاسين واشين قوس واحينا ديدي ثاني تن وقول كانت داود بأن قلني حام ديد مير دين دلوش استقل ديد شاد عبغن متجاها مثلا ها يقبل توش تايتلوش حجرياش ماجدياش اشت هم شي واش ولا ديد قلني شعتيلن تايدو ديدي تاي وشين سال ديد ستيلي تندو تاي تو إذا إسبايا تو شرادين دالدو ديدا تشوف عين بس ديدا دائما شمر يشقو غوخ شقو نوخ شقو فيرش شقو مثلا على شمر يشقو شو توب نشلوش ляу дед. Знаем, что после Кавказской войны много было конфликтов, много земли было взято в казну государства, и ингуши и чеченцы остались безземельными, и, соответственно, такая ситуация приводила к конфликтам. Тем не менее, шейх Дени Арсанов, занимаясь миротворчеством, политикой, умел создавать ситуации, когда горские народы были менее притесняемы и получали возможность существовать более-менее достойно. Вот, политическая деятельность Дени Арсанова, особенно в последние годы его жизни и после февральской революции. Расскажите об этом. После февральской революции в России кто-то подумал, что устаз деда Дени Арсанов будет этому рад и возвестил, что царь свергнут, что царской власти больше не существует. Вот эту весть ему доставили, хотя сам Дени Арсанов еще за год до этого возвещал, что
царской власти уже нет, перед Богом она уже перестала существовать, и скоро уже и по земным законам она перестанет существовать. Но, тем не менее, когда эта весть к нему пришла о свержении царя, устаз деда не возрадовался, а наоборот был опечален. Хотя он и знал, что царская власть будет свергнута, тем не менее он этому в душе не возрадовался. Конечно, царская политика была несправедливой в отношении горцев. Она противопоставила некогда мирно живших друг с другом казаков и горцев, используя политику, разделяя их властву, отдавая некие несправедливые приоритеты казакам над горцами. И в этом шейх, в этой политике царской власти, он тоже, конечно, видел несправедливость и делал все для того, чтобы сбалансировать эту политику. С теми атаманами, с которыми можно было выстраивать куначеские дружеские отношения, он это делал, особенно атаман Караулов. И во многом достижению соглашения с терским атаманом Карауловым многие станицы Сунжинской линии, которые были под, скажем так, оккупацией колонистов, они были возвращены еще тогда чеченцам и ингушам. К сожалению, эту линию до конца довести не удалось в связи с вероломной атакой и убийством на атамана Караулова на станции Прохладной. И через некоторое время сам шейх погиб в результате вероломной акции со стороны белоказаков, спровоцированных красными, потому что красные пытались во что бы то ни стало разжечь вражду между белым движением и, естественно, и горцами. Должен сказать, что помимо миротворческой миссии, к тем людям, которые чинили произвол, угнетение и нечестие в отношении горцев, у шейха Дени Арсанова был и свой отряд мстителей. То есть миротворчество миротворчеством, но там, где миротворческая миссия не воспринималась, он мог также и причинять акции возмездия. И это был фактор, который заставлял с ним считаться, в том числе его недоброжелателей. В реальной жизни мир и война, они, к сожалению или к счастью, постоянно сопутствуют. Как говорится, «Civis pacem para bellum». Хочешь мира, готовься к войне. К великому сожалению, в нашем грешном мире фактор силы до сих пор и тогда, и сейчас играет важную роль в усмирении и примирении. Читая документы, свидетельства, сталкиваешься с тем, что в 17 году между горскими народами не было национального разделения. Горцы не разделяли себя на народы. Вот именно. И в своих выступлениях, в своей деятельности всегда подчеркивалось, что представители горских народов – суть единое целое. Это национальное разделение пришло позже. На тот период абсолютное единение горских народов, абсолютно единая судьба. И формируются союзы горских народов. Было стремление создать собственное государство. Устаз Дени Арсанов принимал в этом активное участие как политик, являлся военным комиссаром. Расскажите о его политической деятельности, о его участии в этих съездах, о его роли в формировании единой политики горских народов, о его взаимоотношениях с представителями других народов. Когда в эти революционные месяцы деда занимал позицию этого верховного комиссара Временного правительства в Чеченском округе, многие его родственники даже не понимали, почему он это делает. И однажды, набравшись смелости, кто-то из его сыновей и племянников спросили его, как-то вот это не те люди, в компании которых тебе приличествует находиться. И в ответ деда определенно даже разозлился, а когда он злился, говорят, его папаха, она немножко перекашивалась, когда он злился. Вот это даже папаха немножко перекосилась,
И он им ответил: а вы что, боитесь, что вам придется за меня мстить? Или вы боитесь, что я вас опозорю? Ни того, ни другого не будет, за это не переживайте. Я знаю, что ничего из этой моей деятельности не выйдет. Но, тем не менее, я здесь нахожусь только из-за того, что простой народ, видя, что я участвую в этой работе, у них есть определенная надежда на будущее, и чтобы не лишать их этой надежды на лучшее будущее, я здесь нахожусь, больше никаких причин нету. Шейх говорил, что народ охвачен определенным безумием, и пока это безумие не пройдет, у нас ничего не получится. Но, тем не менее, устаз принимал участие во всех политических событиях, в урегулировании очень многих конфликтов среди разных этнических обществ Северного Кавказа. Он не жил по принципу «моя хата с краю». Политические события, которые развернулись на территории Терской области, куда входила нынешняя территория Чеченской Республики, они продвигались комом. После февральской буржуазно-демократической революции на территории Терека, в том числе на территории Чечни, установилось безвластие, и создание временного правительства дало возможность в какой-то степени наладить власть. Были назначены комиссары Временного правительства. Сперва комиссаром Временного правительства на территории Грозинского округа был назначен Мутушев, потом Эльдарханов, и Эльдарханова затем сменил известный духовный лидер чеченского народа, один из самых интересных личностей того периода, Дени Арсанов. Этот трагический день 27 декабря. Он вместе с своими мюридами, они едут в Грозный. В Грозном идут погромы. Убивают всех чеченцев, ингушей. И нужно установить мир для того, чтобы прекратить вот эти погромы и убийства. Причем он говорит своим мюридам, что эта поездка, она для многих окажется последней, в том числе для него самого. Никто не отступает, и все-таки они идут свою миссию миротворческую выполнять. Исходя из собственного опыта жизни, я понимаю, что иногда миротворчество, но более опасно, чем разжигание войны. Совершенно верно. Разжигатели, они находятся далеко от передовой, а миротворцы, они всегда оказываются между огнем с двух сторон. Но тем не менее, Дени Арсанов идет на этот шаг для того, чтобы спасти многих других. Вот, в завершении нашей передачи расскажите об этом трагическом дне, что же в этот день происходило. Из наших семейных преданий, то, что происходило в этот день, устаз рано утром снарядил своего коня, сам одел парадную форму, как на праздник, подтянутый во все оружие, моложавый. Он скружил своего коня перед супругой и произнес: «Сегодня Всевышний Аллах предлагает мне на выбор две пути. Один путь имама, второй путь газавата. Как ты думаешь, какой путь мне лучше выбрать?» Жена, немного подумав, ответила: «Я считаю, что тебе надо выбрать путь имама». Но устаз ответил: «Сегодня я выбрал газават». И вот потом посмотрел на свое одеяние и сказал: «Хороша для того, чтобы пули через себя пропускать». И вот так вот он поехал в Грозный. Он, конечно, знал, на что идет, но тем не менее он совершил этот самопожертвенный подвиг для того, чтобы остановить ситуацию даже ценой жизни себя и многих своих сподвижников, которых он предупреждал, он многих разворачивал даже, допустим, единственных сыновей. Он должен сказать, что когда, услышав весть о гибели шейха, сотни не только чеченцев, но и ингушей
прибыли на акцию возмездия, и, конечно, акция возмездия была осуществлена тогда. Но, тем не менее, именно под угрозой более масштабных акций возмездия казачество пошло на уступки, и, по сути, гибель Устаза и его миридов привела к примирению сторон. Дени Арсанов уже имелся очень большой опыт межнационального общения. Опыт его миротворческой деятельности приводит его к пониманию, что необходимо иметь согласие с казачеством для того, чтобы не разразилась межнациональная война между чеченцами, между ингушами и казачьим населением Сунжинской линии и терскими станицами. Грозненские станицы входили в состав Кизлярского отдела. В управлении Кизлярского военно-революционного комитета находились самые махровые казачьи верхи, которые провоцировали войну между чеченцами и казачеством. Во второй половине сентября 1917 года Дени Арсанов начинает очень большую деятельность по миротворческим делам, и здесь ему большую помощь оказывает Караулов. Караулов в это время был руководителем казачества в Терской области. Караулов был настроен более лояльно к чеченцам, чем казачьи верхи. В декабре 1917 года в станице Прохладной Караулов был убит, и это послужило сигналом к тому, что началась межнациональная война между казачеством и чеченцами. Для того, чтобы эту межнациональную войну погасить, с миротворческой миссией по станицам Грозненского отдела Кизлярского округа снабдил большую миссию Дени Арсанов, и он побывал в станице Калиновской, побывал в станице Николаевской в декабре 1917 года и возвращался в город Грозный, в станицу Грозненская, для того, чтобы продолжить свою миротворческую миссию. Он на ночь остановился в станице Петропавловской, это Чуртуры, 27 декабря со своими миридами. Побывали в станице Грозненской и потом двинулись в станичному управлению. Прозвучали призывы разоружить чеченцев. Был предъявлен ультиматум Дени Арсанову и его сподвижники, его мириды, оружие не сложилось. Здесь началась перестрелка. В ходе этой перестрелки погибли Дени Арсанов и сопровождающий его мириды в количестве 31 человека. Хочу вас поблагодарить за участие в этой передаче. Личность Устаза Дени Арсанова, она настолько велика и многогранна. И за эту короткую беседу мы, конечно, не смогли бы охватить все. Она объединяла народы для того, чтобы они смогли выжить. Горские народы Кавказа. Наши народы, чеченский народ, ингушский народ, народы Кавказа, сохранили свою религию, сохранили свою самобытность. И в этом очень важную роль сыграла идеология миридизма. Наша передача – это лишь та маленькая дань уважения, которую мы сегодня можем им высказать. Ибраим Дал Эттубаев.